Всем привет! Меня зовут Анастасия Федосова, я создатель бренда минеральной косметики EcoMake, и сегодня мы записываем третий урок по уходу за кожей и макияжу Fresh Skin and Makeup. И это новая версия, это обновленный урок, в который вошли все наши новинки, и сегодня я вам покажу последовательность ухода за кожей и макияжа, так, чтобы ваша кожа была красивая, здоровая, сияющая. Впереди лето, и также вам расскажу всякие лайфхаки, как наносить макияж, как ухаживать за кожей именно для этого периода времени. Итак, напомню, что самое первое, что важно для нас, это очистить кожу. Грамотное, правильное очищение кожи – это залог успеха. Это буквально 70% здоровья кожи. Я очистила кожу вот такой злаковой умывалкой. Это наш хит. Она имеет натуральный состав, только злаки, травы и глины. Никаких отдушек, консервантов. Она пахнет буквально гречкой. И когда вы пользуетесь ей, вы буквально ощущаете всю эту натуральность на коже, ваши поры начинают дышать, и кожа становится очень крутой, знаете, такой полированной, но при этом не пересушенной. Часто гели и пенки пересушивают кожу. Вот этот продукт отлично подходит на каждый день, и утром, и вечером можно пользоваться. И наши клиенты говорят, что после такой умывалки ощущение, как будто бы кожа как у младенца. Также я каждый день пользуюсь нашей пенкой для умывания. Это мицеллярная пенка для умывания, которая позволяет снять загрязнения, и я рекомендую такую последовательность. Сначала мы с вами наносим пенку, затем мы наносим умывалку и полностью очищаем кожу в 2 этапа. Получится очень эффективно и очень классно. В особенности рекомендую такой способ обладательницам жирной и комбинированной кожи. Также есть у нас мицеллярная вода, ее используйте для снятия макияжа уже вечером. Очень крутой продукт, очень надолго хватает. Наносим на ватный диск и смываем макияж. Здесь тоже максимально щадящий, натуральный, бережливый состав для вашей кожи, который не будет пересушивать, а наоборот будет поддерживать уровень увлажненности вашей кожи. Итак, после того, как мы с вами очистили кожу, я это уже сделала заранее, мы с вами должны воспользоваться тоником. Тем продуктом, который выровняет pH-баланс нашей кожи, и тем продуктом, который сделает нашу кожу насыщенной, увлажненной и не даст распространяться бактериям на нашей коже. Я использую вот такой гидролат можжевельника, он мой любимый. Также у нас в ассортименте есть гидролат алоэ, который обладает увлажняющим эффектом. Можжевельник бактерицидный, отлично подходит для кожи, которая склонна к воспалениям, к жирности, к акне, к черным точкам. Для подростков отличный гидролат. В общем, они оба, и алоэ, и можжевельник, имеют максимально натуральный состав. Это гидролаты. То же самое, что и тоник. Можете не переживать, что название здесь написано не тоник, потому что гидролат отличается от тоника тем, что это 100% дистиллят растения. Соответственно, мы берем можжевельник, мы прогоняем его через специальную паровую установку и получаем вот такую водичку, которая без консервантов, опять-таки без отдушек, с максимально натуральным составом и ароматом. И она дает нам с вами свойства тоника, чтобы наша кожа была максимально красивой. Вот такой есть удобный пульверизатор, им с вами пользуемся. Несколько раз пшикнули, освежились. Кстати, на лето тоже очень рекомендую буквально гидролат в сумочку засовывать, потому что иногда очень хочется днем освежиться, и гидролат для этого просто вау. Очень рекомендую, если еще не пробовали, перейти с обычных тоников на вот такие полностью натуральные гидролаты. Так что запоминайте. Дальше, после того, как мы с вами выровняли pH-баланс нашей кожи, мы идем к следующему этапу увлажнения. Сегодня я покажу вам несколько наших продуктов из увлажняющей коллекции. Мы планируем ее расширять в ближайшее время, но покажу вам самые такие наши хиты, которые уже проверены временем, которые наши клиенты очень любят. Это наши сыворотки. Это лифтинг-сыворотка, соответственно, она подходит для зрелой кожи, 40+. Здесь очень крутые компоненты, например, экстракт гинкобилоба, который вообще просто создан для зрелой кожи, и я вам его очень сильно рекомендую. Также в наших сыворотках добавлены премиальные масла эфирные, которые создают очень такой нейтральный, очень нежный натуральный аромат. Вообще все ароматы нашей косметики полностью натуральны, то есть вы не почувствуете каких-то там очень ярких отдушек, все максимально такое природное, потому что наша миссия показывать вам,
как оставаться частью природы даже в ритме мегаполиса, да, потому что мы с вами все такие занятые, все работаем, там вокруг нас там машины, дома, все крутится, суета, и очень важно приходить домой и возвращаться к себе, заземляться и ощущать себя частью природы. Поэтому сыворотки и вообще все наши продукты для этого отлично подходят. Я буду использовать увлажняющую сыворотку, она очень универсально подходит всем типам кожи, в том числе жирной, комбинированной и сухой. Я беру немного сыворотки, выдавливаю ее, она выглядит как такой прозрачный гель, и распределяю по коже. Сыворотка дает, знаете, такое глубинное увлажнение, она не заменяет крем, не заменяет тоник, но это такой промежуточный продукт, который безумно важен, потому что именно она питает нашу кожу на глубинных слоях. Если вы страдаете от пересушенной кожи, да, потому что сейчас был отопительный сезон, тем более вода, которой мы умываемся, способна пересушивать нашу кожу, поэтому сыворотка — это спасение для тех, у кого сухая кожа, она очень быстро впитывается и, повторюсь, напитывает нашу кожу прямо на глубинных слоях. После этого мы уже пользуемся кремом, да, привычным для всех этапом. Я еще раз акцентирую внимание на всех прошлых этапах, потому что часто мы про них не знаем, но они безумно важны для здоровья нашей кожи. В нашей коллекции есть 3 крема, вот так они выглядят. Самый базовый крем, которым я сегодня и воспользуюсь, это наш лавандовый крем. Он универсальный, он подходит всем типам кожи и на день, и на ночь. Прям вот любимчик многих-многих тысяч наших клиентов. И наша премиальная линейка терапевтичная, которая очень бережно и при этом очень эффективно воздействует на нашу кожу. Это крем для лица с лифтинг-эффектом, опять-таки для зрелой кожи 40+, и крем матирующий для проблемной и жирной кожи, который тоже очень советую тем, у кого есть склонность к высыпаниям, к жирности кожи, и они отлично, естественно, работают в совокупности с нашими сыворотками, как я вам показывала. Вот. Очень крутые сеты получаются. На каждый день можно вполне использовать лавандовый крем. Я его немного выдавлю. Нужно прям совсем горошинку. Распределяем по коже, распределяем массажными движениями. Вообще массажные линии в нашем лице идут вот таким восходящим образом. И чтобы крем хорошо впитывался, плюс мы дополнительно с вами сделали такой массаж для нашей кожи, я очень рекомендую использовать вот именно такие движения. Крем также можно распределять на зоне век, да, наших глазок. Он отлично подходит и для этой цели, и быстро-быстро впитывается. Нужно совсем чуть-чуть, потому что мы с вами до этого уже напитали кожу сывороткой, и сейчас распределяем кремушек. Вот. Он также является такой базой под наш макияж, который мы с вами сейчас будем наносить, чтобы косметика легла ровно. И, кстати, чтобы ваш макияж вас действительно радовал, чтобы он был максимально стойким, я очень сильно рекомендую грамотно очищать кожу, опять-таки, и увлажнять. Потому что как только мы упускаем эти этапы, наш макияж становится, таким. И стойкость макияжа будет чуть ниже, чем она могла бы быть, если подготовка вашей кожи будет по всем этапам, которые я рассказала. Итак, переходим с вами к макияжу. Я буду наносить минеральную косметику. Возможно, не все, кто смотрит это видео, знают о том, что это вообще такое, поэтому вкратце расскажу. Минеральная косметика — это косметика, которая состоит на 100% из минералов, из частичек горных пород. И в большей степени это рассыпчатая косметика, которая выглядит как такая пудра. И мы намеренно ее не прессуем, потому что именно ее рассыпчатость дает ей очень крутые свойства, про которые я вам сейчас буду рассказывать. Как говорят наши клиенты, если один раз попробовал минеральную косметику, то уже больше не захочется ничего другого. Мы с вами привыкли к обычным тональникам, которые мы наносим, распределяем спонжиком, кисточкой, но здесь именно пудровая консистенция, которая на 100% заменяет классические продукты макияжа, к которым мы с вами привыкли. И при этом она полностью натуральна, она не вызывает аллергий, она не вызывает раздражения, не забивает поры. В общем, сейчас все покажу, чтобы вы в этом убедились. Первым делом я буду использовать тональную основу в оттенке 02. У нас всего 2 оттенка пудры, да, тональной основы. И выбирайте свой по таким критериям. Если у вас кожа светлая, плохо загорает, вы часто выбираете оттенки слоновой кости, то вам отлично подойдет оттенок 01. Если ваша кожа
бежевая, классическая, с желтым, с розоватым подтоном, с бежевым подтоном, то вам подойдет оттенок 02. Он универсальный и подходит почти 80% девушек. Почему так? Почему у нас нет огромной линейки тональных средств, не нужно там ничего смешивать друг с другом? Потому что минеральная косметика очень круто подстраивается под тон вашей кожи. Это, наверное, ее одна из самых главных особенностей, которую мы очень любим и за которую нас в том числе выбирают девушки. Также еще уточню, что если у вас жирная кожа и вы хотите продлить стойкость своего макияжа, потому что часто бывает, да, что опять-таки к концу дня мы такие как жирные блинчики, я вам очень рекомендую использовать праймер. Он выглядит как такой белый порошочек, тоже 100% натуральный. Праймер — это фундамент нашего макияжа, который я очень рекомендую наносить каждый день для того, чтобы продлить стойкость своего макияжа, матировать кожу и при этом сохранять уровень увлажненности в клеточках нашей кожи. Вот, очень его рекомендую попробовать. Я сегодня его не буду наносить, чтобы вам показать именно действие нашей тональной основы, потому что в ее свойствах тоже есть свойства праймера, и она тоже очень круто матирует. Но все же, если вы хотите усилить этот эффект, я очень сильно рекомендую воспользоваться этим самым фундаментом. Итак, тональная основа выглядит вот таким образом. Сейчас я вам покажу. У нее очень шелковистая, нежная текстура, она отлично выравнивает тон кожи, скрывает несовершенства и является таким базовым продуктом нашего макияжа. Да? То есть именно тональная основа позволяет выровнять все наши цветовые переходы на лице, да? Какие-то там прыщики, синячки под глазами. И после этого у нас появляется такой чистый белый лист, на котором мы можем рисовать там различные переходы, добавлять румянец и так далее. Тональную основу мы наносим кистью кабуки. Она выглядит вот так. Кисть кабуки отличается от всех других кистей тем, что у нее плотный синтетический ворс. И часто девушки, когда у нас покупают тональную основу, прочитав все ее волшебные свойства, наносят ее своей кистью, например, там, жесткой кистью, которая такая растушевочная, и не получают должного эффекта. Вот здесь я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что очень важно использовать кисть, которую я вам сейчас показываю, да, именно такой ворс, потому что именно он будет способствовать равномерному распределению тональной основы и, соответственно, стойкому макияжу и ровному тону лица. Также мы сейчас выпустили новинку. Это вот такая тональная основа уже сразу с кистью. Вы можете приобрести ее и не покупать кисть отдельно. Это очень удобно. Это те же самые оттенки, тот же самый состав, но очень-очень удобная упаковка, что вы сразу можете с собой носить и тональную основу, и кисточку. Итак, наношу нашу тональную основу. Вот такими круговыми движениями вбираю. То есть крышечка для нас служит такой палитрой для макияжа. Набираю и начинаю распределять круговыми движениями. Сейчас вы уже, наверное, будете наблюдать, как преображается моя кожа, потому что эффект от тональной основы буквально с первого слоя уже заметен. Она дает очень легкое, очень невесомое и при этом стойкое покрытие. Она также защищает нашу кожу от воздействия пыли, грязи с улиц. Мы часто на это не обращаем внимания, но наши поры в том числе могут забиваться от того, что целый день, там, допустим, мы гуляем, да или даже сидим в помещении, и внешние факторы воздействуют на нашу кожу, да, тот же ветер, перепады температур, солнечные лучи сейчас будут. И также у тональной основы есть SPF-фактор, это очень удобно, что вам не нужно пользоваться там какими-то отдельными средствами защиты, вы просто наносите тон, и вы не обгораете на солнце, и солнце вас вообще никак не трогает, потому что здесь есть физические фильтры защиты кожи. И SPF здесь 15-20, в зависимости от количества слоев, которые вы наносите. Вот такими круговыми движениями мы продолжаем распределять и видим, как уже выравнивается наша кожа, какой классный эффект мы получаем. Такой макияж занимает достаточно мало времени, это я вам сейчас только рассказываю, но по факту, когда вы будете это делать там, в домашних условиях, это будет занимать не более 7 минут. Я уже нанесла один слой тональной основы нашей кистью, и сейчас я возьму более тонкую растушевочную кисть для того, чтобы пройтись более точечно, более локально по коже и перекрыть некоторые несовершенства. Я добавляю тональные основы под глазки,
тоже очень тонким слоем, много не нужно. И, кстати, если переживаете, что косметика будет пересушивать вашу кожу, то не переживайте, потому что здесь в составе есть алантаин, который, наоборот, сохраняет влагу в клеточках кожи. Вы его часто можете увидеть в кремах, в различных увлажняющих продуктах. Так вот, здесь в рассыпчатой косметике мы его тоже добавляем, чтобы ваша кожа была максимально увлажненной и защищенной. Также я воспользуюсь минеральным корректором. Это тот продукт, который позволяет нам более быстро перекрывать некоторые несовершенства. Это не обязательный продукт вашей косметички, но я очень рекомендую, в особенности, если у вас есть склонность к синячкам под глазами, к прыщикам на коже, да, вот как у меня сейчас, например, есть точечные воспаления. Вот, я беру наш корректор. Это та же самая пудрочка, только более плотная. Плюс здесь в составе есть очень крутой заживляющий компонент, это белая глина, которая как раз-таки позитивно воздействует на наши прыщики, обладая бактерицидным действием. И вообще, если у вас вдруг вылез прыщик, и вас это беспокоит, вы хотите, чтобы он быстро прошел, то очень рекомендую корректором или пудрочкой на ночь точечно наносить на это место, тогда он пройдет у вас максимально быстро. Опять-таки, минеральная косметика, она не лечит, но она создает очень крутые, благоприятные условия для здоровья нашей кожи. В общем-то, тут не развиваются бактерии, в отличие от жидких средств. Я наношу вот такими вхлапывающими движениями, распределяю. И корректор дает нам тоже очень стойкое покрытие, то есть вам не нужно будет в течение дня там много-много раз корректировать какие-то воспаления. Он стойко держится на нашей коже. Так, и при этом он у нас в одном оттенке, но фишка в том, что он отлично подстраивается под оттенок кожи, отлично гармонирует с оттенком вашей тональной основы, и получается прям максимально естественно и не выбелено. Я сначала нанесу точной кисточкой, а потом еще раз кистью с тоном по этим местам пройдусь. Вообще этот продукт у нас очень любят визажисты, как, наверное, все наши продукты, потому что корректор очень удобный, очень пигментированный, и нужно совсем чуть-чуть, чтобы скрыть несовершенство. Я снова беру кисть с тоном и прохожусь по тем местам, куда наносила корректор, чтобы выровнять цветовые переходы. Я думаю, что вам уже видно, что кожа становится максимально ровной. И знаете, нет такого эффекта матовой, такой прям тяжелой кожи. Максимально легкое покрытие отлично ощущается, точнее вообще не ощущается на коже. И, наверное, это одна из основных особенностей такого минерального макияжа. Вы можете корректировать количество слоев, исходя из эффекта, который хотите получить. Я рекомендую наносить от 1 до 3 слоев, опять-таки в зависимости от вашей кожи, да, смотря как вам будет комфортно, к какому макияжу вы привыкли. Если, например, мы наносим макияж на какое-то событие, да, на мероприятие, то здесь минимум 2 слоя, чтобы тон лица был максимально ровным. Все-таки для ежедневного макияжа мы с вами можем сделать такое прям легкое покрытие, которое нам будет комфортно. Итак, я выровняла кожу, не осталось никаких несовершенств. И дальше перехожу к моему любимому этапу, я его просто обожаю. И, к сожалению, не все девушки знают про него и им пользуются. Это этап нанесения бронзера. Бронзер — это теплая пудра, которая дает нам эффект такой загорелой, отдохнувшей кожи. И я очень рекомендую использовать этот этап, несмотря на то, светлая у вас кожа или наоборот загорелая, потому что он всегда будет дополнять. Бронзер создает необходимые объемы на нашей коже, да, такие хорошие гармоничные объемы, чтобы наше лицо не выглядело там приплюснутым. И, в общем-то, сейчас сами все увидите, какой крутой эффект он дает. Я наношу его нашей вот такой кистью волна. Немножко высыпаю также в крышечку, вбираю в кисть. Опять-таки, с бронзером сложно переборщить, как и со всеми нашими продуктами. Мы создавали нашу линейку декоративной косметики, понимая, что не все девушки гуру макияжа, да, и не все проходили курсы обучения на визажистов, поэтому и наши румяна, и наш бронзер, они имеют максимально легкую пигментацию, с которой вам будет комфортно работать каждый день. И опять-таки не переживайте, что продукт рассыпчатый, наоборот, очень комфортно с ним работать. Вам нужно совсем немножко убрать в кисть, чтобы создать тот самый макияж. Итак, бронзер я наношу
вот такими легкими движениями, троечкой. И прям я совсем слегка прикасаюсь к коже, прохожусь по контуру лица, чуть закругляюсь на зоне скулы. Если вам будет совсем сложно, то можете просто пройтись по скуле. И я думаю, что вы уже можете увидеть, да, вот эту разницу одной и второй части лица. Сейчас я тоже проверю в зеркале. Можете дополнять, можете наносить несколько слоев бронзера в зависимости от того эффекта, который вам хочется достичь. Но повторюсь, что основная его цель – это дать такой эффект отдохнувшей, загорелой кожи, как будто бы вы только что приехали из отпуска, и дать вашему лицу такое ощущение легкости, таких мягких, гармоничных объемов лица, которые будут вас дополнять. Также остатками с кисти можете пройтись по шее, по зоне декольте и отлично сгармонировать наши две зоны. Тоже часто так бывает, когда мы с вами пользуемся обычной косметикой, да, к которой мы привыкли, которая продается там в масс-маркете, в сегменте люкс и так далее, что оттенок лица и шеи очень сильно отличается. С минеральной косметикой, к счастью, такого не будет, потому что, опять-таки, она подстраивается под тон, и вам не стоит переживать. Я нанесла бронзер, сейчас я перехожу к следующему своему любимому этапу, это этап румяшек. Румяна дают нам эффект легкости, молодости, такой свежести, и я тоже очень рекомендую не упускать этот этап. Часто девушки боятся, наверное, из-за того, что когда-то подбирали там не совсем верный оттенок румян, и это казалось как-то там несуразно. Тот оттенок румяна, тот оттенок бронзера, который есть у нас, они абсолютно универсальны, и они подходят всем девушкам, опять-таки, потому что они подстраиваются. То есть бронзер на каждый раскрывается по-своему. На ком-то он более холодноватый, на ком-то более теплый. Румяна также. На ком-то румяна выглядят более розовыми, а на ком-то более персиковыми. И это очень круто наблюдать, потому что если одновременно накрасить, там, допустим, рядом со мной сейчас еще несколько девушек, то вы увидите, что на каждой румяна раскрываются по-своему. Оттенок пыльная роза, но опять-таки пыльная роза у каждой будет своя. Здесь вам не нужно переживать, что вы ошибитесь с оттенком. Мы, наоборот, создаем такое минимальное количество средств декоративной косметики, чтобы вы могли с комфортом пользоваться ими, выбирать их и наслаждаться своим макияжем. И вообще есть такой лайфхак, что чтобы подобрать оттенок своих румяшек, нужно посмотреть на оттенок своей вот внутренней губы. И когда он совпадает, значит все правильно, и ваш макияж будет гармоничным. То есть ошибочно, да, выбирать, если у вас там теплый цветотип, какие-нибудь там холодные сиреневые румяна. Так что выбираем их максимально по тому, что вообще нашей коже нужно. И чтобы с этим не ошибиться, минеральный румяный камейк, добро пожаловать. Остатками с кисти также прохожусь по кончику носа, по кончику подбородка и чуть могу по боковушкам лба. Смотрите, да, как тоже прям заиграла, такая легкость, как будто бы я такая погуляла, освежилась. И вот такой эффект мы с вами можем создать буквально парочкой взмахов кисти. Это очень круто. Дальше мы с вами наносим хайлайтер. Хайлайтер у нас дает эффект сияния. Эффект такой, знаете, подсвеченности нашей кожи и очень-очень круто раскрывает наш макияж. Опять-таки хайлайтер не будет там слишком сильно заметен на вашей коже, потому что все-таки минеральная косметика, она про натуральность, про естественность, да, и сейчас как раз это тренд 2022 года, мне кажется, многих годов вперед. Хайлайтер мы наносим кистью волна, да, вот такой конусовидный, на боковушки наших щечек. И чуть подсвечиваем нашу кожу, чтобы создать вот эту самую гармонию. Буквально чуть-чуть на боковушке, на спинку носа, на вот этот треугольничек над губой. Я люблю наносить также немного на веки, да, вот так под бровку и непосредственно на веко. Прям совсем чуть-чуть. Наш хайлайтер имеет жемчужный оттенок. Он изначально может вам показаться достаточно холодным, но я призываю вас не бояться этого, потому что, опять-таки, он подстроится под оттенок вашей кожи и будет раскрываться так, как ей нужно. Даже если у вас теплый цветотип, даже если вы загорелая, то он раскроется очень-очень красиво. Также я хочу рассказать вам о наших мини-наборах. Если вдруг вы еще сомневаетесь, подойдет ли вам минеральная косметика, какой оттенок пудры вам выбрать, мини-набор, который стоит супер доступно, вы можете всегда приобрести у нас. И здесь будут такие миниатюрки
наши минеральные косметики, которых вам хватит там, на 7-14 дней, и вы можете их тестить, пробовать, наносить. Очень советую, потому что после этого набора к нам большинство девушек возвращается. Это набор декоративной косметики, также есть набор уходовой косметики, где есть тоже все те продукты, о которых я вам рассказала. Умывалка, мицеллярная вода, кремушек и 2 вида масок. Кстати, наши маски тоже очень советую, и вообще в целом маски для ухода за кожей — это отличная идея, потому что они обладают тоже таким терапевтичным эффектом. Вот так выглядят наши маски. Мы обновили недавно их упаковку и очень ей гордимся. Зеленая маска со спирулиной, с пудрой апельсина, да, с фруктовыми энзимами, которые очень круто очищают кожу. Вот такое рекламное отступление про масочки, обожаю их. И розовая маска с пудрой брусники, также с апельсином. Вот такого пакетика хватит вам надолго, на 7 применений, а стоит всего ничего, в общем-то. Можете увидеть по ссылке на нашем сайте. Ну что, дальше я хочу вам рассказать про наш воск для бровей. Вот такая малышка-баночка, но очень надолго вам его хватит. Это воск полностью натуральный. Его состав настолько натуральный, что его можно даже съесть. Здесь у нас кэроп, то, что добавляют в шоколадки, черный минеральный краситель, тоже максимально натуральный компонент. Масла кокоса, масло репейника, воск. И все это в совокупности очень сильно похоже на шоколадку, но текстура такая, что вы можете его использовать для того, чтобы фиксировать ваши бровки и немного подкрашивать. Его оттенок, да, он такой вот шоколадный, он тоже универсальный, тоже мы сделали его таким, чтобы он подошел и блондинкам, и брюнеткам. Воск не заменит вам пигмент, да, то есть он не прокрасит вам бровки так, как, например, прокрасил бы карандаш для бровей, но он создаст очень крутой объем, и он, опять-таки, сгармонирует вашу бровку, плюс ее зафиксирует. Использую щеточку и вот таким вот образом зачесываю нашу бровку. Видите, ее оттенок чуть-чуть дополнился и стал таким более естественным, более мягким по своему оттенку. Тоже щеточкой очень удобно вот так залезать в баночку, несмотря на то, что она чуть больше, прям отлично заходит. И вторую. Также у воска есть очень крутые уходовые свойства. Этот воск очень любят бровисты, потому что здесь есть масло репейника, которое отлично восстанавливает бровки и делает их более мягкими, более послушными. Часто после того, как мы с вами красим бровки, делаем долговременную укладку и вообще в целом как-то воздействуем на волоски, мы, кстати, как-то не задумываемся, да, о том, что вообще-то на бровях тоже волосы, за ними тоже нужно ухаживать. Вот, воск как раз-таки нам с вами в этом помогает и отлично выполняет 3 функции: окрашивание, фиксация и уход. По-моему, отличные свойства для такой баночки-малышки и тоже по супер доступной цене. Так что очень советую. Мы обновили упаковку, теперь она еще удобнее. Еще хочу вам рассказать про наши пигменты для макияжа. Очень крутые продукты, их тоже очень любят наши клиенты. Вот такие маленькие баночки с пигментами, которых тоже вам хватит очень надолго. У нас их более 12 видов. Есть глиттеры, это сияющие пигменты для макияжа. И есть базовые пигменты, которые подойдут вам на каждый день. Я хочу показать вам сегодня солнечный янтарь. Это очень-очень приятный, нейтральный и очень интересный сияющий пигмент. Мы открываем баночку, здесь у нас есть такой удобный сифтер. Вы можете дозировать его прям в крышечку, либо куда-то на палитру для макияжа. В общем-то, тоже максимально удобно, несмотря на то, что пигмент не прессованный. Он, наоборот, больше передает нам с вами оттенка и интереснее раскрывается на нашем веке. Наносить пигмент мы можем с вами кисточкой. Я очень рекомендую вам для этого вот такую плоскую кисточку. Вы можете ей наносить наш с вами пигмент. Но я очень люблю делать это просто пальчиком. Это очень быстро, очень просто. Вот такими вхлапывающими движениями. Опять-таки, если века у вас жирнит, то, пожалуйста, используйте праймер. Он вам в этом очень-очень поможет. Никакой отдельной базы для пигмента нам с вами не нужно. Мы просто распределяем во столько слоев, сколько вам хотелось бы для той интенсивности цвета, которая вам нужна. Вот такой прикольный эффект. Мне кажется, на весну, на лето, да и вообще в целом всегда для поднятия настроения пигмент — это просто вау.
Тоже часто их девушки забывают, упускают, не обращают на них внимания, но все-таки именно пигменты создают настроение нашего макияжа. Все прошлые этапы были направлены на то, чтобы создать ровный красивый тон, здоровую кожу, а именно пигменты дают нам эффект вот этой вот легкости, свежести и интересного классного макияжа. Я возьму вот такую тонкую кисточку, бочонкообразную, она называется «Точка» в нашем магазине, и нанесу тот же самый пигмент еще на внутренний уголок, чтобы немножечко открыть наш взгляд. Опять-таки, вот у меня там несколько секунд, да, заняло нанесение пигмента, и мне кажется, это очень круто, опять-таки, для макияжа на каждый день. Все-таки мне бы хотелось, чтобы вы делали себя красивой, свою кожу здоровой каждый день. Мне кажется, это прям отличная идея. Я нанесла пигмент. Дальше я воспользуюсь нашей тушью для макияжа. Это наша новинка, которую все очень-очень ждали. Наши технологи выводили рецептуру более полугода, и сейчас мы наконец-то добились вот эту идеальную формулу полностью натурального продукта, да, натуральной туши для ресниц. Здесь в составе вы найдете смолу акации, различные увлажняющие компоненты, которые ухаживают за вашими ресничками, касторовое масло, воск, различные увлажняющие компоненты по типу депантенола, масла брокколи. Это вообще идеальное масло для роста ресничек, поэтому если у вас есть склонность к аллергиям, к раздражительности глаз, к чувствительности, вам хочется получить красивый открытый взгляд, да, распахнутые реснички, и при этом получить уход за своими ресничками, а не наоборот, да, раздражение, то очень рекомендую нашу тушь. У нее вот такой удобный флакон, у нее удобная такая силиконовая кисточка, и сейчас я буду ее наносить. Тоже очень долго держится, очень стойко держится, не дает эффекта панды на лице. И, собственно, вы ее, как обычную тушь, наносите. Вообще очень круто, когда у нас есть возможность использовать натуральные продукты и получать очень крутой эффект. То есть это такой 2 в 1. Вы и пользу даете, и красоту, и при этом компоненты нашей продукции не засоряют окружающую среду. Мы стараемся максимально, чтобы наша тара также была перерабатываемой. Делаем все, чтобы это было реальностью. Ну вот, вы можете увидеть эффект от туши. Несмотря на то, что она натуральная, натуральные туши обычно очень сильно отличаются от синтетики тем, что они чуть дольше сохнут, они дают меньший распах глаза, но все же вы можете увидеть, что глаза отличаются, и этот эффект очень-очень классный. Если вдруг у вас небольшие реснички и вам хочется больше эффект, то наносите тушь в несколько слоев и давайте ей немножко подсохнуть между этими слоями. Тогда объем будет максимально большой, и вы получите максимальный эффект. И еще наша недавняя новинка – это BB-крем. Если вы все-таки привыкли к жидким текстурам и хотите попробовать вот нашу натуральную продукцию именно в таком жидком формате, то тоже очень рекомендую. BB-крем обладает... Фига ты выплюнулся. У него вот такая жидкая текстура, она тоже очень быстро распределяется, очень просто распределяется и дает тоже очень крутой такой матовый и при этом такой холеный финиш влажной кожи, да, ну, то есть как обычный BB-крем. То есть состав здесь тоже 100% натуральный. По факту BB-крем — это что-то среднее между увлажняющим кремом и минеральной тональной основой. Вот, поэтому тоже можете использовать на каждый день. Отличный продукт. Мы назвали его «Бархатное совершенство», потому что он дает именно такой матовый финиш и очень круто перекрывает, опять-таки, все нюансы нашей кожи. Ну что, я вам сегодня постаралась максимально оперативно рассказать обо всех наших новинках, обо всех этапах ухода за кожей и макияжа, которые мы рекомендуем как бренд натуральной косметики для того, чтобы ваша кожа была максимально здоровой. И вы были максимально счастливы от того, что ваша кожа очень красивая и очень привлекательная. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот урок, за то, что вы дошли до конца, и я буду рада увидеть вас в числе наших покупателей, наших клиентов. Вы всегда можете зайти на наш сайт, на маркетплейсы и по названию EcoMake найти наш бренд. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях. Все ссылки на продукты я прикреплю в описании к этому видео.
И до новых встреч!